Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Девиз председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества. 20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания. В текущем году в городе Душанбе пройдут юбилейные мероприятия высокого уровня по случаю 20-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, на протяжении 2020-2021 годов председателем Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества будет лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Тему продолжит Карим Айдар. Главными целями председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества являются укрепление дружбы и добрососедства между государствами-членами ШОС, дальнейшее развитие шанхайского духа, поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, укрепление имиджа и международного позиционирование ШОС, совершенствование договорно-правовой базы организации, расширение механизмов взаимодействия. В период председательства Таджикистана в ШОС будут проведены свыше 100 мероприятий. Так, 11 июня 2021 года в городе Душанбе прошел третий женский форум Шанхайской организации сотрудничества с участием представителей стран-членов ШОС и приглашенных гостей из числа политиков, деловых кругов, сферы науки и гражданского общества. Было отмечено, что основной целью форума является дальнейшее продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девушек на уровне ШОС, а также усилия по созданию эффективной платформы для наращивания потенциала женщин государств-членов ШОС для достижения целей устойчивого развития и регионального сотрудничества. Особо хотелось бы отметить, что именно участницы, члены ШОС, женщины, отмечено, что поднимается их политическая активность, увеличивается количество женщин в принятии решений в парламентах республик наших, которые являются участниками ШОС. В то же время хотелось бы отметить, что действительно женщины и становятся экономически активными в решении проблем, в решении социальных проблем в своих государствах. И они воплощают в жизнь все те задачи, которые ставятся и со стороны ШОС, а также в выполнении именно пекинской платформы действий. И в этом плане действительно идет большое продвижение среди наших женщин. Это и образование женщин, это и образование наших девочек, это всесторонняя поддержка предпринимательства среди наших женщин. В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему «Институты по усилению роли женщин в странах-участниках Шанхайской организации сотрудничества» и 4 панельных заседания на тему улучшения сотрудничества по гендерным вопросам в рамках ШОС, усиление компетентности женщин в развитии предпринимательства, результаты действий по борьбе со всеми видами насилия в отношении женщин и девушек в семье и обществе, обмен опытом и успешный опыт в этом направлении, а также определение дальнейших приоритетов и объединение женских сил в ответ на глобальные и региональные вызовы. Хотим создать сеть, именно парламент женщин. Также мы хотим создать сеть по миростроительству. И третье предложение – это сеть женщин, которые предпринимательством занимаются, а именно, в частности, это аграрный сектор. Это будет сеть женщин, которые именно занимаются предпринимательской деятельностью в отдаленных селах, приграничных селах. Мы бы хотели отметить о том, чтобы они могли чаще встречаться, делиться опытом. Также, чтобы в рамках третьей ШОС у нас был создан официальный сайт или веб-страница, где мы могли бы еще глубже изучать, что происходит именно в странах участников ШОС. 13 июня 2021 года в Душанбе в рамках мероприятия председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества состоялся международный полумарафон, в котором приняли участие около 400 человек. Целью международного полумарафона является усиление сотрудничества стран-членов ШОС посредством проведения спортивных мероприятий международного уровня, развития внутреннего и внешнего туризма, пропаганда здорового образа жизни и привлечения населения к физкультуре и спорту. Все юбилейные мероприятия Шанхайской организации сотрудничества будут осуществляться под председательством таджикской стороны. Сегодня ШОС – одна из наиболее динамично развивающихся региональных организаций, которая объединяет государства, обладающие крупными экономическими, финансовыми, технологическими и человеческими ресурсами, значительным инновационным потенциалом. Карим Хайдар, Дильшод Ихушвах, телевидение Таджикистана.
В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер в Таджикистане реализуется 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов сомони с целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной промышленной продукции в Таджикистане. Ускоренную индустриализацию страны объявили 4-й национальной целью. О привлечении внешних инвестиций и в развитии сферы промышленности страны расскажет Шалубердиева. В прошлом году в стране были построены и сданы в эксплуатацию 300 промышленных предприятий и цехов с более 6500 рабочими местами. В этот период было создано более 193 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, а денежные доходы населения возросли на 10%. В этом направлении в 2021 году прежде всего эффективно используются имеющиеся возможности и ресурсы введения в строй новых мощностей и активизация действующих мощностей, расширение привлечения отечественных и зарубежных инвестиций и на этой основе обеспечения выполнения намеченных показателей, особенно по умножению валового внутреннего продукта на уровне не менее 7% и решению актуальных проблем населения. Улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства, привлечение прямых инвестиций для обеспечения устойчивого развития национальной экономики считаются одним из приоритетных направлений нашей экономической политики. В нынешних условиях развитие цифровых технологий считается основой экономической конкурентоспособности. Правительство страны вклад частного сектора в национальную стратегию развития на период до 2030 года расценивает как ведущую силу устойчивого экономического развития, как главное средство обеспечения национальных целей и создания на этой основе условий для достойной жизни народа. В результате постоянной поддержки государства и правительства в настоящее время частный сектор развивается устойчиво, и на сегодня его доля в валовом внутреннем продукте составляет более 70%, а в деле обеспечения населения рабочими местами его вклад достигает 68%, налоговый доход в государственный бюджет 80%. В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов сомони. Только в 2020 году было подписано 29 инвестиционных государственных соглашений на сумму 10 миллиардов сомони, которые направлены на улучшение социальной защиты населения, медицинского обслуживания, создание объектов сферы образования, развитие села, строительство, восстановление дорог и энергетических объектов. В стране расширяются работы в направлении создания металлургических, горно-обогатительных предприятий, а также предприятий по переработке цветных и дорогих металлов до конечной продукции, развития машиностроительной, текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. После обретения независимости политика государства в сфере промышленности коренным образом изменилась. Основное внимание стало уделяться укреплению производства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресурсов. В результате этого только за последние 5 лет внутри страны было произведено импортозамещающей продукции на общую сумму более 44 миллиардов сомони, что способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от импортирующей продукции. С целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной промышленной продукции в Таджикистане ускоренную индустриализацию страны объявили 4-й национальной целью. Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные и декоративные камни, уголь и тому подобное, утвержденный объем которых составляет сотни миллиардов сомони. В 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных предприятий. Только в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов с более 6,5 тысяч рабочими местами. В результате в 2020 году количество промышленных предприятий достигло 2274, и в соответствии с намеченными планами в течение 7 будущих лет их число будет доведено до более 3500. То есть развитие будет составлять более 54%. Ну и последнее о спорте. Известный таджикский дзюдоист и комрон-шоу «Стоперенный» Тимур Рахимов на чемпионате мира по дзюдо, который прошел в Будапеште, в Венгрии, стали обладателями путевок на Олимпийские игры в Токио. Ранее другими обладателями путевок в Олимпиаду в Токио стали боксеры Баудур Усмонов и Шабоз Нигматулаев, а также Гулсумби Шарифова легкой атлетики. Отметим, Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа текущего года. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.